Третий соревновательный день боксеров самый важный, потому что победители попадают в полуфинал, то есть им гарантирована минимум бронзовая медаль. В весовой категории 48 килограммов якутянин Михаил Хатылыков в упорном и захватывающем бою победил Шалкара Акынбая из Казахстана. После поединка Миша вместе с тренерами начал смотреть, то есть изучать своих соперников, с которыми ему предстоит встретиться в полуфинале. А дать интервью тренеры сборной строго запретили, ссылаясь на свое суеверие. На протяжении всего турнира за поединками следил Георгий Балахшин, который 16 лет назад сам выступал на ринге первых игр «Дети Азии», а сейчас он бронзовый призер Олимпийских игр и депутат Государственного собрания. Качество бокса намного выше стало, чем на первых играх. Практически все бои посмотрел. Ну, в принципе, да. Наши ребята боксируют пока неплохо. Да. А вы какой болельщик, эмоциональный или нет? Не, я обычно более спокойно смотрю бокс. Стараюсь там не кричать, не подсказывать. Да. Монголы – народ, который издревле имеет бойцовский характер. У них высококлассные борцы и боксеры, которые показывают лучшие результаты на мировых олимпийских аренах. Так Эрдербат Цинбатар уверенно победил не менее сильного бойца Аргена Кадырбека из Кыргызстана в весовой категории 48 килограммов. Я благодарю тренера за то, что он правильно подсказал мне, как боксировать, поэтому я и вышел в полуфинал. Надеюсь выступить на отлично на этих играх. Завтра, 11 июля, у боксеров методический день, то есть никаких боев не будет. А полуфинальные поединки состоятся послезавтра, 12 июля с 12 часов.